Еще во времена царской России карачаевских лошадей отбирали служить в кавалерию. Командующий первой конной армией, один из создателей кавалерии в СССР, командарм Семен Буденный, хорошо знал о выносливости и неприхотливости лошадей карачаевской породы. В 1930 году по его инициативе был организован Карачаевский конезавод на базе лошадей конезаводчика Байчорова и других конезаводчиков Карачая. Примечательно, что действующий с 30-го года прошлого столетия племгонзавод и сегодня продолжает свою работу по селекции карачаевской породы лошадей. Карачаевская порода – это древнейшая порода лошадей, и отличие от других пород тем, что эта порода была и выведена в горной местности, и поэтому вот именно в горной местности ни одна порода не может себя так чувствовать, как карачаевская. Это связано не только с работоспособностью лошадей, потому что вот в горах, допустим, эта лошадь, равных ей нет. И мне запомнилось еще, я будучи студентом, приезжал сюда, и когда мы ездили в горах, и вот едем по какой-то тропинке такой узкой, и там же человеку невозможно развернуться, а эта лошадь нравится там развернуться. То есть меня уже тогда поразила эта порода. Потом, с точки зрения физического состояния этих лошадей, вот в больших таких походах, переходах, пробегах, особенно в горной местности, равных этой породе тоже нет. И поэтому я считаю, что это вот единственная порода, которая достойна того, чтобы вот именно в высокогорье, где располагается и колыбель этого конного завода, вот, конный завод Карачаевский, чтобы эта порода в дальнейшем развивалась. И я думаю, что в ближайшее время равных этой породы нет и не будет. Испокон веков лошадь была верным спутником карачаевца и в быту, и в культуре. Недаром в этическом кодексе карачаево-балкарского народа из Дынадет, составленном Махти Жертубаевым, большое внимание уделяется правилам обращения с лошадью. А по словам автора изданной в 2024 году книги «Шагающие над облаками» Шарафоддина Сагитовича Узденова, чтобы получить породу с животными, необходимо заниматься в течение 50 поколений беспрерывно. Это более 200 лет. Одной из особенностей карачаевской породы является форма копыта в виде кувшинчика с углубленной мягкой частью копыта, которая позволяет без травм ходить по острым камням в горах. Крепкий копытный рог, особенности ноздрей и дыхательного аппарата – все это позволяет лошади карачаевской породы подниматься на вершины Эльбруса. На сегодняшний день это единственная порода, которая смогла взобраться на такие высоты. Копытный рог, очень сильный копытный рог. Раньше мало кто ковал лошадей. Они без подков поднимались в горы и спускались с гор. И запрягали наших лошадей, карачаевских лошадей. Он снимал седло, ставил хомут и делал свою работу. По экстерьеру карачаевские лошади, значит, имеют очень сухую породную голову с легкой горбинкой, горбатый носик. Не с лба идет горбатость, а носик слегка горбатый. И, значит, выраженный глаз, холка выраженная, затылок выраженный. И имеет, значит, как у скаковых лошадей, даже у некоторых лошадей карачаевской породы бывает, косая лопатка, что встречается у скаковых лошадей. И задние конечности саблистые бывают. Сначала был племрассадник карачаевский по разведению карачаевских лошадей. Через 2 года стал племенным конным заводом для улучшения местных пород и пополнения кавалерийского состава советской армии. Велась селекционная работа на типичность. Тогда было у нас 3 типа, были и полукровный тип, значит, для спорта. В спорте очень хорошо они выявляют себя, показывают себя. Есть некоторые особи, которые спортивные показатели показывают наравне со спортивными европейскими лошадьми. Очень большой интеллект у карачаевских лошадей. Циркачи брали у нас лошадей, потому что другим породам надо показывать 10 раз, да? А нашим карачаевцам раз показал, второй раз напомнил, и все, они выполняют. Пограничники брали только наших лошадей, потому что другие породы не выдерживали. Утром температура до плюс 30-40, а вечером минусовая температура. У других пород трескались копыта, шерсть дыбом становилась, худели. А мы спрашивали, зачем через 3000 километров проезжаете сюда, везли в город норы лошадей, брали у нас, загружали в вагоны. Офицер говорит, только
А карачаевские лошади выдерживают армейского пайка скудного и нагрузки неимоверной. Черной полосой в истории становления карачаевской породы лошадей, как и многих других отраслей в жизни карачаевского народа, отразилась насильственная депортация народа в степи Средней Азии. Тогда же было принято решение поменять название карачаевской породы, что резко сократило количество лошадей. Одним из тех, кто способствовал официальному восстановлению карачаевской породы лошадей, был легендарный восходительный Эльбрус, ведущий специалист по коневодству Карачаево-Черкесской республики Кылычгерей Магомедович Урусов. Насыплы болуңуз. Ма биздин сыйлаганча, сиздин да кап болсаңыз, жаштар сыйларча онасып Аллах буйрсун. Эсерлі бол. Сегодня карачаевская порода самая многочисленная на Кавказе, и не умолить в этом заслуги племконзавода Карачаевский. Они, в принципе, очень редко болеют заразными болезнями. Единственное, что у нас вот постоянно, это травматическое, скорее всего, больше всего у нас, этим больше занимаемся и все. В остальном иммунитет стопроцентный, например. Болеют очень редко, лечим минимально, например, они сами справляются.